Сейчас мы вам покажем, как раньше одевались башкирские девушки, девочки, женщины. То есть по головному убору можно было определить статус женщины. Даже возраст можно было определить у девушки. Сначала, когда дети рождались, и мальчикам, и девочкам на голову надевали вот такую тюбетейку, чтобы скрыть темечко. Башкиры верили, что ребенка нельзя показывать голову, чтобы не сглазили. Как только у девочки появлялись волосы, волосы раньше не стригли. Надевали на голову девочкам вот такой маңлайса уже, и таким образом волосы были всегда собраны. Это как ободок. Маңлайса переводится как лоб и налобник. Как только девушка уже выходила замуж, она надевала вот такой кашмау, головной убор замужней женщины, который скрывал все ее волосы. Волосы уже делали одну косу и прятали вот под этот хвост. И уже можно было по этому кашмау определить, замужняя девушка или незамужняя. Хвост как назывался? Койрук. Койрук. Да. И по нагрудному украшению можно было определить, к какому роду принадлежит эта невеста, девушка. Потому что нагрудные украшения у каждого рода были свои. Это нагрудные украшения яга. Есть такие нагрудные украшения, которые называются сильтер, есть хаситер. И много еще разновидностей этих нагрудных украшений. Потом, когда девушка уже становилась мамой, она накрывала на голову вот такой кушьяулык, который скрывал грудь, живот. И уже увидя такую женщину в таком большом платке, кушьяулык, все знали, что это или беременная женщина готовится стать матерью, или же кормящая грудью женщина. Она могла под этим платком кормить своего ребенка. И удобно, никто, кстати, да, можно прикрывать и ребенка кормить. Да, никому не показывали. И красные цвета преобладали во всех костюмах женских, и в нагрудных украшениях, и в головных уборах. Красный цвет считался самым красивым цветом жизни, молодости и красоты. Потом, после того, как девушке исполнялось 25-30 лет, она уже становилась бабушкой. Бабушки сидели турде возле сундука, охраняли свое богатство и всем руководили в юрте своими сыновьями, невестками, детьми. И на голову они надевали вот такой тастамал, тастар, который похож на тастамал, только это для головы из натуральной ткани. Сыновья охотники привозили и приносили вот такие шкуры животных. Она надевала на голову такую меховую шапку и сидела, сочиняла песни, башкирский фольклор развивала, ткала красивые тканые ковры, рассказывала всем сказки, легенды, песни про пела. меня это, минь байбися. Да, вот такая была байбися. Вот такая была прекрасная жизнь у башкирских женщин. Спасибо Они тебе в большое, 30 лет Акмина. выходили на пенсию. В 30 лет выходили на пенсию. Соответственно, я бы уже вообще конкретной байбися была бы, да? Да, уже становились руководителями, директорами всего этого хозяйства. А в 10 лет девочек выдавали замуж. Да, если девушка была готова, если она умела доить корову, если она готовила еду, если она могла справиться с этим хозяйством, родители на нее смотрели и уже ее определяли девушку готовую к замужеству. А знаете, как определяли? Кидали в нее подушку, если она выдержит, значит, она готова. Да. Так ведь? Да. Так, я бы тоже хотела в 10 лет иметь свою юрту отдельную, своего мужа и свою корову. Жалко, мне они до сих пор не достались. Киньте кто-нибудь меня подушкой. Подушки, турда на лавок, да?